Страшный пожар в Ишимбае, отмена рейсов в Санью, опасные разборки на дороге и бразильское мясо в кастрюле школьной столовой. Я Альбина Хайруллина. Здравствуйте на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Двухлетний не мог один остаться. Конечно, ребенка раз вот нашли на веранде. Мы-то сами головой понимаем, но до последнего надеялись, что не будет их дома. Она до последнего пыталась спасти детей. При пожаре в Ишимбайском районе сгорели бабушка, ее дочь и 3-летний внук. У них была печь. Вчера целый день был снегопад сильный, и ветер был. Спастись из горящего дома удалось лишь 2-летней девочке. Мать успела вытолкнуть малышку за дверь. В Санью больше не вылетают. В аэропортах повышенный санитарный контроль. У нас у девочки грелся телефон. И они проходили в арку, их остановили. Рейс в Поднебесную из Уфы отменен. Коронавирус вышел за пределы Китая. В Москве в данный момент достать, например, в городе Саня невозможно нигде. Заболевших более 2000 человек, как бы тем, чей отпуск отменяется. Крупные мышечные волокна, что не соответствует ГОСТу. Белые шарики и неприятный запах при варке. В школьных столовых обнаружено мясо из Бразилии. Регулярно будем проверять школьное питание, пока, соответственно, вы не наведете там порядок. Это ваша зона ответственности. Тонна продукции из Южной Америки без этикеток и срока годности разошлась по 32 образовательным учреждениям. Кто кормит детей сомнительным импортом? Молочный завод на дому и французский шоколад из башкирского сырья. Если мы уже имеем французские сыры на нашей территории из нашего молока, я думаю, почему бы нет? Чем обернулась зеленая неделя в Берлине для Башкирии, почему местные фермеры принимали не столь радушно и для чего аграриям удочки. То есть поддерживать будете только тех, кто умеет пользоваться удочкой? Конечно. Интервью итогов недели. Одни из самых популярных это круглые, то есть это 700, ценники примерно от 50 до 100 тысяч. За блатными номерами только в кассу красивые госзнаки начнут официально продавать. Тарифы определят регионы сами, при этом при замене авто платить придется повторно. Приоритет на дороге оно не дает, поэтому каждый выбирает, кому что нравится. Погибла, спасая второго ребенка. В Ишимбайском районе страшный пожар унес жизни практически всей семьи. Бабушки, ее дочери и внука, которому в этом году исполнилось бы 4 года. Трагедия произошла накануне в деревне Гумерова. Выжить удалось только 2-летней девочке. Ее, напуганную, замерзшую в коридоре полыхающего дома, обнаружил сосед. А вот выбросить малышку за дверь, скорее всего, успела ее мать. Подробности в репортаже Айгуль Хатыповой. Мы понимаем, что ребенок 2-летний не мог один остаться. Конечно, ребенка раз вот нашли на веранде. Мы-то сами головой понимаем, но до последнего надеялись, что не будет их дома. Но чудо не случилось. При разборе завала в пожарном открылась страшная картина. В огне погибли 3 человека. Целая семья. Бабушка, мама и 3-летний мальчик. Жертв могло быть и больше. 2-летнюю девочку соседи нашли в сенях полыхающего дома. По всей видимости, мама успела вынести ее из огня и вернулась за вторым ребенком. Но обратно уже никто не вышел. Поздно заметил. Азамат Хусаинов один из первых увидел разгорающийся пожар и без промедления бросился на помощь к соседям. В этот момент внутри вся изба была охвачена огнем. Забежал в чулан. Там стояла девочка без одежды. Я взял, побежал к себе домой. Дома оставил, сказал жене, чтобы позвонила пожарная. И обратно побежал сюда. Азамат говорит, дом тушили всей деревни, закидывали снегом и поливали водой. Из окон и дверей валил черный дым, и трудно было что-то увидеть. Сельчане говорят, такого пожара в деревне еще не было. Мы не смогли помочь. Я искала может быть, вот 4-летний сын ушел куда-то. Думала, в сарай или где-то спрятался. Искала там везде закрыто, следов нет. Прибывшим пожарным потребовался час, чтобы потушить пламя. На месте работали 12 огнеборцев и 7 единиц техники. Именно здесь накануне произошло возгорание. В доме отсутствовал пожарный извещатель. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. По словам жителей деревни, причиной пожара могло стать печное отопление. У них была печь. Вчера целый день был снегопад сильный, и ветер был. Они могли днем лечь и угореть. Потому что дети ходили в садик, у них режим после обеда спать. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. Речь идет о статье «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам».
с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома. Допрашиваются очевидцы и другие свидетели. Устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Выжившая малышка сейчас находится в детской районной больнице. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Ожогов она не получила. Получает всю необходимую терапию, наблюдается всеми необходимыми врачами, дополнительных мер для лечения не требуется. Под наблюдением находиться будет пока минимум 2-3 дня. Сейчас вместе с девочкой в больнице находится бабушка со стороны отца. Где находился папа в тот злополучный вечер, пока неизвестно. О смерти мамы, бабушки и брата малютка пока еще не знает. Айгуль Хатыпова, Эмиль Басареев, Роберт Давлетбердин и Владимир Шевчук. Итоги недели. Ишимбайский район. Еще об одном происшествии. В центре Уфы обстреляли пассажирские автобусы. Эта новость сегодня утром была в топе электронных СМИ. Маршрутка с разбитыми стеклами припаркована возле центрального рынка. Автобус выполняет междугородний рейс Уфа-Буздяк. На кадрах видно, что злоумышленники не оставили целым ни одного стекла. Очевидцы говорят, что все произошло ранним утром и предполагают, что это могут быть разборки перевозчиков. Не знаю, наверное, кто-то что-то хочет. Просто так же не бьют. Ну, я не знаю, не видел, откуда что-то произошло, не знаю. Машину просто разбивали. Они хотели денег или что? Не знаю. Ты же даже водитель не знает, что они хотели. 8 утра прям было, да? На место происшествия выехали полицейские, однако, как пояснили в МВД республики, огнестрельное оружие не применялось. По всей видимости, стекла разбили при помощи подручных средств. Причем преступник был не один. В дежурную часть отдела полиции номер 10 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о том, что 3 человек палками разбили стекла в маршрутном автобусе и повредили колеса. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается обстоятельства происшествия. Ведется розыск злоумышленников. В Китай больше не вылетают. Рейс в Санью, который должен был вылететь завтра днем из Уфы, отменен. Сообщение об этом появилось на сайте столичного аэропорта, где, кстати, уже практически всю неделю действует повышенный санитарный контроль. Тщательный осмотр проходят жители, прилетевшие не только из Поднебесной, но и ряда других стран. После прибытия самолета у людей уточняется самочувствие, тепловизором замеряется температура тела. В случае, если есть жалобы на недомогание, пассажиров проводят в медпункт. По последним данным, коронавирусом заражены уже более 2000 человек. При этом болезнь уже вышла за границы Китая. Как быть тем, чей отпуск отменяется, знает Анастасия Чебаева. Передвигаемся по городу Чэнду в такси. Таксисты в масках, серьезных масках. Мы русские парни, мы не боимся ничего. Но эта уверенность, видимо, присуща только иностранцам. Китайцы, в свою очередь, стремятся себя обезопасить, рассказывает Павел Кречетов, экс-игрок баскетбольного клуба «Уфимец», ныне тренер в городе Чэнду. В провинциях, где еще не зафиксированы случаи заражения, жизнь особо не изменилась. Просто стали все люди ходить в масках, а так столпотворений людей очень много. С России мне много людей пишут и узнают, как ситуация здесь. Здесь все нормально, в принципе, мы ничего не боимся, мы спортсмены, это самое главное, что ничего не изменилось, тренировки не поменялись, все идет по плану, все, автобусы ходят, людей на улице много. Вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухане. Это самый густонаселенный город центрального Китая. С ним граничит Хуанган. В эти населенные пункты сейчас ограничены въезд и выезд. Туристические и развлекательные объекты закрыты. В других провинциях власти Китая тоже ввели некоторые ограничения. В моем институте объявлен карантин. И мои одноклассники, все те, кто учится в моем институте, просто банально не могут выходить за территорию кампуса. Что нам говорят? Мойте почаще руки, одевайте маски. Маски в данный момент достать, например, в городе Саня невозможно нигде. Мы обошли около 10 аптек. Их нету просто в наличии, и заказать через интернет их тоже невозможно. Уже известно, что источник вируса находился на оптовом рынке морепродуктов в Ухане. Вместе с рыбой здесь также продавались дикие животные и рептилии. Последние исследования показали, что носителями заболевания, скорее всего, являются ленточный крайт и кобра. Эти змеи питаются летучими мышами, а их, в свою очередь, ученые считают первоисточником вируса. В организме рептилии ему удалось мутировать, после чего он стал опасен уже для человека. Китайские СМИ сообщают уже об около 2000 заразившихся, еще примерно столько же под подозрением. Диагноз уточняется. Инкубационный период вируса длится от 1
1 до 14 дней. Ситуацию осложняет то, что и в это время заразившийся является переносчиком заболевания, то есть представляет опасность для других, в то время как окружающие об этом не догадываются. Симптомы еще себя не проявили. Симптомами коронавируса являются диарея, высокая температура, кашель, головная боль. Уже известно о более чем 50 погибших. Это далеко не первая подобная вспышка заболевания, говорят инфекционисты. Мы имеем огромный опыт уже работы и по 2002-2003 году с коронавирусной инфекцией и по гриппу H1N1 пандемическому. Коронавирусы известны давно. И было известно более 6 серотипов, а это, возможно, новые серотипы. И тем более ученые сейчас его подробно изучают, тем более, если создана уже тест-система для диагностики, работают над созданием вакцины. Хотя, в принципе, создать вакцину в современных условиях труда не представляет. Вирус уже вышел за пределы страны. Заразившиеся обнаружены в США, Сингапуре, Южной Корее, Японии. Все они вернулись из Китая. В российских аэропортах сейчас особо тщательно осматривают рейсы из Поднебесной. Дежурят сотрудники Роспотребнадзора, пассажиров проверяют тепловизором, чтобы определить температуру тела. Так, у специалистов в Уфе вызвало подозрение пассажирка рейса Санья, но, к счастью, у девушки оказалось всего лишь ОРВИ. У нас у девочки грелся телефон, и они проходили в арку, их остановили, просветили им точно так же зелененькой штучкой, сказали, все нормально, проходите, 3 раза просветили, все нормально, она телефон выключила и пошла. В аэропорту Уфы у нас имеется санитарно-карантинный пункт, в котором в круглосуточном режиме работают наши специалисты, проводящие санитарно-карантинный контроль всех прибывающих из-за рубежа бортов и, соответственно, пассажиров. Большой борт, скажем так, это прибывает как раз из Китая, из Сани, там до 350 пассажиров. Но, видимо, на ближайшее время это последние туристы из Китая. Ростуризм опубликовал инструкции для отдыхающих и туроператоров. Федеральное агентство рекомендует приостановить реализацию путевок, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране и в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и планирующих заключить договоры о текущей ситуации в КНР, порядке изменения или расторжения договора. Уже известно, что завтрашний рейс из Уфы Санью, на котором должны были полететь туристы Тест-тур, отменен по инициативе компании. Агентствам, сотрудничающим с туроператором, пришли уведомления. Аннулируйте тур, просто ничего не объяснили. Туристы сами отказываются ехать, и, видимо, они посчитали нужным, что нужно снять рейс. Допустим, еще в пятницу ситуация была такая, что кто-то полетит. Турист сам решает, летит или не летит. А сейчас уже они сами отменили рейс, и все. Еще один туроператор, Рустур, начал эвакуацию отдыхающих. Компания досрочно вывозит российских граждан с острова Хайнань. Это около 1000 человек. В свою очередь, туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров в связи с распространением нового типа коронавируса. Из-за ограничений российские туристы потеряют разве что впечатление от поездки. А вот деньги нет. Отдыхающие могут претендовать на полный возврат средств. Анастасия Чебаева, Шамиль Каримов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. В рационе школьников из Кушнаренковского района обнаружили бразильское мясо, а в нем добавки неизвестного состава. В общей сложности 1 тонна сомнительной продукции разошлась не только по средним общеобразовательным учреждениям, но и попала в детские сады. Аутсорсер уверяет, импортный продукт не закупал, но и о том, что мясо предназначено для детского питания, при заказе не упомянул. Все подробности у Руслана Батыргареева. У нас мясо хранится в морозильной камере, мясо у нас говядина, башкирское мясо из Давлеканского района. Это та самая школа в селе Шарипово, где обнаружили мясо сомнительного происхождения. Правда, его уже в морозильниках нет, заменили. Сейчас у нас казанское мясо и большее количество теперь уже давлекановское, то есть башкирского производителя мяса. А вот на фотографиях то самое мясо из Южной Америки, из которого еще недавно готовили блюда для школьников. Белые шарики – это вовсе не прослойки жира, а коллагеновый белок, или по-другому костная мука. Насыщая мясо такой добавкой, производитель получает искусственное увеличение массы продукта, говорят специалисты. При детальном рассмотрении можно увидеть, что у него довольно крупные мышечные волокна. Оно довольно увлажненное, что не соответствует ГОСТу. Сомнительную продукцию обнаружили сотрудники контрольного управления главы республики. С проверкой в Шариповскую школу они приехали в декабре. На указанную мясную продукцию были представлены только товарные накладные и ветеринарные сопроводительные документы, собственно говоря, благодаря которым удалось установить цепочку и определить, что изначально страна происхождения мяса – это Бразилия.
Дату производства и срок годности тогда установить так и не удалось. Маркировочная этикетка отсутствовала. В итоге изъятую партию отправили на экспертизу. Исследование показало, что мясо при размораживании выделяет большое количество жидкости, имеет рыхлую структуру, а при варке выделяется резкий неприятный запах. Мясо из Бразилии – что это? Дорогостоящая экзотика или дешевый способ накормить детей? Скорее всего, второй вариант, если судить по тому образцу, который попал к специалистам испытательного центра. А вот на стол главы республики попали уже результаты лабораторного исследования. Во время еженедельного оперативного совещания в правительстве Ради Хабиров жестко высказался о ситуации со школьным питанием в Кушнаренковском районе. Для производства использовался белок коллагеновый, животный, говяжий, новопро, в скобках пудра, и говядина бескостная, замороженная, страна происхождения Бразилия. Я об этом много раз должен говорить. Значит, контрольное управление еще раз пусть проверяет. Я буду ставить вопрос о вашем соответствии вашей работе. Регулярно будем проверять школьное питание, пока, соответственно, вы не наведете там порядок. Это ваша зона ответственности. Бразильского мяса уже в школах нет, говорит тот, к кому были обращены эти слова. Руководитель администрации Кушнаренковского района утверждает, что после проверки контрольного управления главы республики они предприняли меры. Как только нам поступила устная информация о том, что наших детей кормят бразильским замороженным мясом, мы, к сожалению, через систему Меркурий не видим этого, а видим только что мясо из Московской области, мы письменно запретили это мясо использовать и потребовали его заменить. Поставщик и производитель продукта – московское предприятие «Союз-М». А вот организовывает питание школьников в Кушнаренковском районе аутсорсинговая компания «Закрома», собственник которой недоумевает, как в составе замороженных блоков может оказаться мясо из Южной Америки. По крайней мере, Динар Сулейманов утверждает, что не кормил детей импортом. У меня есть все документы, подтверждающие, что это мясо отечественного производства. Скорее всего, на сегодняшний день идет проверка, и о результатах которой еще рано говорить. Результаты прокурорской проверки будут известны позже. Аутсорсер все же признался, что не предупреждал поставщика о том, что кормить этим продуктом будут дошколят и тех, кто уже вступил на путь знаний. Требования к продукции для детей более жесткие. И в мясной продукции, как в сырой, так и в готовых блюдах, не допускается наличие добавок. Проверяющие совместно с управлением ветеринарии Республики Башкортостан установили, что с ноября по декабрь поступила 1 тонна мяса из Бразилии. Продукция разошлась по 32 дошкольным и школьным учреждениям Кушнаренковского района. Однако на сегодняшний день об экзотичной, если ее так можно назвать, говядине, остались лишь воспоминания. И хорошо, что все обошлось без отравлений и тяжелых последствий. По крайней мере, таких случаев зарегистрировано не было. Руслан Батыргареев, Наиль Гайнуллин, Булат Закирьянов и Артур Елаев. Итоги недели. На неделе в Минэкономразвитии опубликовали прайс на регистрационные номера автомобилей, которые со следующего года можно будет выбрать на свой вкус. Самый дорогой госзнак, если он выставлен не на аукционе, обойдется в 600 тысяч рублей. Но это если еще регион не установит повышенный тариф, что маловероятно. Заплатить кругленькую сумму будут вынуждены те, кто захочет себе так называемый красивый номер. Ценителей, как выяснил наш корреспондент, немало. Артур Шамсудинов расскажет, какие буквы и цифры пользуются у населения особым спросом и какой финансовый оборот крутится в этой сфере в обход государства. Пока. С утра перетрем номера. Насчет того, что они 3 тройки, мы не задумываемся об этом, работаем так. Ему автомобилисты, может, и не позавидуют, а вот номеру на его автомобиле вполне. Несбыточная мечта многих водителей. 3 тройки красуется на мусоровозе. Далеко не единственном. В парке хозяйственной техники сплошь блатные номера, которые здесь отнюдь не выбирали. Как попадет, так и попадет уж, получается, так. На собственные, да, простые. Никогда не хотели какие-нибудь такие блатные номера? Да нет, вроде. Что дадут, что есть. Как что дали, то получил, получается уже. Госзнаки, за которые некоторые выложили бы кругленькую сумму денег, на такую технику выдавали бесплатно. Чиновники хотели отбить у владельцев дорогих иномарок тягу к красивым номерам. Однако не вышло. Азат Акманов успел поменять не одно авто, но вот номера на всех его машинах неизменно объединяют одни и те же буквы. Серия с 3 А. В ближайшее время мужчина хочет достать такой же для своей супруги. Мои инициалы совпадают под этот номер, под этот набор букв
госномер автомобиля. Вот. Начинается сумма в среднем от 50 тысяч и выше. И вы готовы заплатить за это? Ну, почему бы и нет. Будь то инициалы или счастливые цифры. Желание получить красивый номер не более чем дань моде. Это тоже своего рода тюнинг, говорят водители. Явного преимущества на дороге он может и не даст, а вот ездить, скажем, под такими номерами все же как-то приятней, чем под такими. Наибольшей популярностью пользуются одинаковые числа. В основном 3 семерки. Особым шиком считается совпадение и букв, и цифр. Допустим, данный автомобиль стоит в 3 раза дешевле, чем этот номер. Мы его используем как автодонор для постоянных перевесов номеров. Дешевая машина с явно недешевым номером, так называемый автодонор. Артем Константинов рассказывает схему, по которой сейчас приобретаются красивые регистрационные знаки. Купить их отдельно невозможно. Формально водитель приобретает автомобиль на вторичном рынке, сохраняет номер и вешает на свою машину. Все это легально, были бы деньги. Одни из самых популярных это круглые, то есть этот 700, ценники примерно от 50 до 100 тысяч. Более популярный, то есть 0,80, дешево и сердито в районе 20 тысяч стоит. Регион от 50. Московский, область в районе 100 тысяч. Такие же 700 круглые, 400. Можно только предполагать, какие суммы крутятся ежегодно на этом теневом рынке. Примерно самый дорогой это одинаковые буквы, одинаковые цифры. Ну, допустим, если семерки, там, 1 000 000 рублей, к примеру. Вот. Ну, самый дешевый это зеркальный номер. Мы его практически бесплатно отдаем. То есть человек платит только за оформление. И все. В районе скольких тысяч? Оформление 10 тысяч рублей. Шанс, что красивый номер выдадут в ГИБДД, такой же, как выигрыш в лотерею. Комбинации распределяет так называемая рулетка. Заказать цифры или буквы невозможно. Даже сами инспекторы не знают, что выдаст компьютер в следующий раз. Бывает подряд даже очень красивые номера просто идут и все. Вот 3 пятерки, следом же 8, и там, допустим, какие-нибудь 500 тут же. Бывает это просто же, это рулетка. Как нажмешь, так и получается. Причем бесплатно, да? Ну, конечно. Ну, как бесплатно, они госпошлину заплатили за это. А вот с 2021 года рулетка уже не будет столь непредсказуемой. Статусные автомобильные номера можно будет приобрести через портал госуслуг. Известные тарифы. Самая дорогая комбинация будет стоить 600 тысяч рублей. Впрочем, регионы могут сделать надбавки. А если дело дойдет до аукциона, ценового потолка и вовсе не будет. Хочется красивый номер. Пускай покупает у государства, а не у какого-то участника, который занимается перекупом и не платит налоги. Приоритет на дороге оно не дает, поэтому каждый выбирает, кому что нравится. Если человек решит перепродать машину с красивым номером или перевесить знак на другой автомобиль, придется заплатить повторно. Эксперты говорят, автовладельцы извлечь выгоду от красивого номера не смогут, а вот государство от предпочтений водителей неплохо пополнит казну. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Подводя итоги недели, не могу не отметить новые назначения. Впервые в истории республики главой муниципалитета стала женщина. Зухра Гордиенко возглавила администрацию Кигинского района. Она была представлена коллективу Радием Хабировым во время его рабочей поездки на северо-восток. Депутаты местного совета поддержали предложенную кандидатуру. Ранее Зухра Гордиенко занимала должность замглавы администрации Учелинского района по социальным вопросам. Отмечу, такого в истории еще не было. Французский шоколад из башкирского молока. Не исключено, что производство сладостей будет налажено у нас в республике. Готовность инвестировать средства в новое предприятие выразила компания «Савенсия», уже хорошо известная нам по строительству линии мягких элитных сортов сыра на базе Белебеевского молочного комбината. Об этом нашему телеканалу рассказал вице-премьер правительства, глава регионального Минсельхоза Ильшат Фазрахманов по итогам «Зеленой недели» в Берлине. Ильшат Ильдусович, мы впервые представились вообще на «Зеленой неделе» с 6-летним или даже 7-летним перерывом, да, после введения санкций. Как встретили? Встретили... Не столь радушно фермеры? Да. Значит, сначала, конечно, встретили нас хорошо, все было организовано, были проблемы по таможне, по пропуску нашей продукции. Ну и дальше фермеры, конечно, немецкие, достаточно сильно волновались, потому что тренды, что российская, в том числе башкирская продукция идет в страны Евросоюза, это вот для них такое определенное волнение. Но вы же не просто так, наверное, поехали на эту самую «Зеленую неделю», не просто посмотреть на других, показать себя. Есть уже какие-то наработки, соглашения? Встречались на площадке «Зеленой недели» с группой компании «Лели», с руководством «Лели». Они готовы нам поставить первый в России мобильный молочный завод, когда коровы доятся
этот робот уже напрямую передает молочному заводу, он такой будет небольшой, как там, 3-4 контейнера там, морских, да, там, но он автоматизирует, то есть уже молоко, пастеризованный кефир будет готов. То есть вот корова подоилась, значит, робот ее подоил, дальше передал молзаводу по трубам, и уже фермер просто получает готовые бутылки, значит, дальше уже идет в магазин, там будет прописано полностью, какая корова, когда подоилась, в какую там минуту подоилась. Да. Вот это, конечно, сказка, это у нас на 2021 год ориентируем. В Германии и мы вели переговоры во Франции с собственниками Белебеевского молочного завода, группа компаний «Савенция». Большое внимание уделяет строительству завода по производству мягких сыров. Это камамбер, это брю, это каприз богов, это такой вот мягкие сыры, премиум сегмента считается. Да, у нас Белебеевский завод будет, как обещают собственники французы, самый крупный в Европе. И, кроме того, эта компания занимается производством профессионального шоколада, значит, имеет свои плантации в Африке. Значит, понятно, но нужно туда молоко, нужен сахар. Это компания Вальрона. Значит, вот, договорились, что они начнут маркетинговые исследования, и если специалисты, эксперты скажут, что есть потребитель настоящего, не с палевого масла, а настоящего шоколада в Российской Федерации, то, соответственно, они тоже будут рассматривать возможность строительства завода по производству шоколада здесь, конечно. Французский шоколад из башкирского молока. Конечно, если мы уже имеем французские сыры на нашей территории из нашего молока, я думаю, почему бы нет. А уже подсчитали стоимость весенне-полевых работ, во сколько обойдется и как будете поддерживать аграриев? У нас увеличивается ежегодно на 7-12%. В этом году также мы ожидаем увеличения. Ищем дополнительные деньги. Это и льготное кредитование. Мы начали заниматься с октября прошлого года. И сегодня уже мы на 5 миллиардов рублей краткосрочных кредитов на весенние полевые работы заявки подали. Лимиты уже Минсельхоз России открыл. Поэтому мы, я думаю, в феврале-марте уже кредитные ресурсы получим. Кроме того, значит, у нас перерабатывающие предприятия активно начинают авансировать. Это и наши сахарные заводы, и элеваторы. И вот у нас будут переговоры с объединенной зерновой компанией на более чем 1 миллиард рублей. Они готовы проавансировать и уже купить непроизведенное еще наше зерно. Я правильно поняла, что субсидии за молоко по гектарно все это убирается? Молоко и по гектарной субсидии уменьшается. Значит, если 3 года назад мы давали более 1 миллиарда рублей на эти суммы, сейчас будет не больше 500 миллионов. Мы считаем, что это вредные субсидии. Ну что там 200 рублей на гектар, нам лучше ее сосредоточить на покупку комбайнов, тракторов, технологий, скота. Но легких денег фермеры не получат, да, от Минсельхоза? Государственная поддержка субсидий будет идти только на правильным, экономически выстроенным, с высокими компетенциями фермеров, те, которые дают результат, а те, которые не дают результат, которые вот просто нужно выйти, что-либо посеять на этой земле, мы считаем, что это преступление. Наша земля очень богатая, и она может давать продукцию намного больше, чем сегодня. То есть поддерживать будете только тех, кто умеет пользоваться удочкой? Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Более 500 человек погибли в большом сражении под Уфой. Это официальные данные из истории крестьянской войны под предводительством Пугачева. Сегодня поле битвы застраивается домами, и мало кто знает о существовании памятника на этом месте. Гранитная стела практически заброшена. Кроме того, нашей съемочной группе удалось установить и другие интересные эпизоды из осады Уфимской крепости, которые могли бы лечь в основу целого туристического маршрута. Все подробности в материале Юлии Нигматуллиной. Построены вот эти дома все на месте бывшего сражения. Спустя 2,5 века здесь продолжается жизнь. И поначалу даже с трудом удается оценить масштаб. Более 500 человек погибли на этом поле под Уфой между поселками Зубово и Чесноковка. Тут состоялось одно из решающих сражений крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева. Вот эта вся огромная территория была полем битвы. Между отрядами Михельсона, правительственными войсками Екатерины II, и войсками восставших.
Самого Пугачева в этих местах не было, рассказывает учитель истории Зубовской школы на пенсии Татьяна Савельева. С приказом взять Уфу Емельян Пугачев отправил сюда своего ближайшего помощника, казака Ивана Зарубина по прозвищу Чика. Так началась трехмесячная зимняя осада Уфимской крепости. Повстанцы поднялись на Усольскую гору. Это гора, на которой сейчас находится мечеть Ихлас и улица Сочинская. Чика Зарубин сумел объединить разрозненные отряды русских крестьян, казаков, башкир, татар, марийцев в одно 12-тысячное войско. Разместить его удалось в селе Чесноковка, население которого встретило повстанцев хлебом-солью и поддержало восстание против правления Екатерины II. Пугачев, объявивший себя царем Петром III, через своего посланника обещал крестьянам землю. На этой площади приносили присягу жители крестьяне Чесноковки воскресшему чудом царю Петру III. В знак принятия его царем целовали крест. Штаб Чики Зарубина располагался вот в этом здании, которое удивительным образом сохранилось до нашего времени. Менялись в нем только крыша и облицовка. Здесь жил священник со своими сыновьями. Говорят, сыновья его были вольнодумцы. То есть, в общем-то, не поддерживали царскую власть и активно помогали войскам Чики Зарубина расположиться в Чесноковке. В советское время в этом доме была школа, затем медпункт. Сегодня он принадлежит семье сельских учителей. Вот эти наличники я сделал своими руками к этому дому. В то время тоже любили деревянные избы украшать, тем более, что здесь жил поп. Еще одно знаковое место – самая высокая точка Чесноковки. Отсюда Уфа как на ладони, несмотря на расстояние в 15 километров. Эту возвышенность повстанцы использовали для обзора и выстроили здесь наблюдательную вышку, которая, к сожалению, была снесена несколько лет назад. Вышка находилась примерно в этом месте. Она выглядела каменная конструкция внизу, как основа, и железная возвышенность. Интересно, что в осаде Уфы не участвовал Салават Юлаев. Как соратник Пугачева в это время он воевал под Оренбургом. А столицу Башкирии пугачевским войскам во главе с Чикой Зарубиным взять так и не удалось. В итоге на подмогу Уфе Екатерина отправила войско под командованием генерала Михельсона, который и разгромил силы повстанцев. Сейчас мы находимся на окраине села Чесноковка, и здесь, на склоне, ведущем к реке Белой, примерно вот на этом месте, во времена крестьянской войны находилась большая пещера, где, по преданию, повстанцы хранили все свои денежные запасы. Впоследствии среди местных жителей было много желающих найти это золото, но безуспешно. И уже в советское время было принято решение взорвать эту пещеру в целях безопасности. Зато на склонах реки Белой жители Уфы еще много лет находили многочисленные артефакты. Ядра от пушек, пули, оружие, некоторые из которых теперь хранятся в Национальном музее республики. В том числе это крепостная пушка, которая была найдена на дне реки. Внутри этой пушки застряло ядро. Он как бы забит именно металлическим предметом. Где захоронены 500 человек, погибших в сражении под Уфой, точно неизвестно. Однако на поле битвы в советские годы был установлен гранитный памятник, который сейчас практически заброшен. Мало кто из уфимцев вообще знает о существовании памятной плиты близ поселка Зубово. Летом это место скрыто от глаз за деревьями и густым кустарником, а зимой добраться сюда вообще практически невозможно. Дороги нет, только 200 метров по колено в снегу, без лопаты никак. Сельская учительница Татьяна Леонидовна раньше приводила сюда школьников, но, говорит, в последнее время краеведческая работа почти не ведется. Сквозь основание памятника прорастает кустарник, а саму стеллу одолевают вандалы. Места, которые могли бы стать интересным туристическим маршрутом, с каждым годом лишь сильнее приходят в запустение. Работа по краеведению, она должна проводиться регулярно. Это начало патриотизма, это начало понятия и чувства Родины, малой Родины, но и, соответственно, великой Родины. Юлия Нигматуллина, Булат Садриев, Руслан Хакимьянов. Новости. Уфимский район. Абзелиловский район вновь лидирует по количеству упоминаний геотегом в интернете. 150 блогеров и управленцев из регионов России посетили озеро Яктыкуль, где прошел 4-й Digital Курултай. Главными темами цифрового форума стали развитие туризма в республике и работа в социальных сетях. Поделиться опытом привлечения гостей в регион приехали спикеры из Сочи и Калининграда, где этому уже научились. По итогам форума Азат Садреев сегодня тоже начал осваивать Facebook.
На столе всегда присутствовал чак-чак, юаса. А еще толкан из жареной пшеницы, кызылык, тултырма, бишбармак. Для блогеров, которые приехали в Башкортостан впервые, названия национальных блюд звучат так же непривычно, как и для сельчан термины тренд, СММ, воркшоп и бигдата. Но общению и знакомству это никак не помешало. Всем известно, что башкиры издревле были гостеприимным. Они любили принимать гостей. В списке гостей представители Калининграда и Сочи. Вместе говорили о развитии туризма. Это стало главной темой форума. По словам экспертов, действенным механизмом служат презентационные видеоролики длиной не более 2-3 минут. Будет дольше, в соцсетях их не досмотрят. В самом западном городе России также придумали паспорт туриста, который можно получить бесплатно сразу по приезду в аэропорт или на вокзал. Рассказывают о Калининградской области, основные достопримечательности, туристические маршруты, экскурсии, рестораны. Здесь есть такая интегрированная карта, чтобы сориентироваться в городе Калининграде или по области. И сразу мы сюда же вложили и карту скидок, которые работают у нас в отелях, в ресторанах, в различных сувенирных магазинах. В Башкирии точно есть что предложить. И с точки зрения лечебного туризма, оздоровительного туризма, активных видов отдыха, гастрономии, туров с этноуклоном. Общее количество подписчиков у спикеров и участников форума во всех соцсетях превышает 2 миллиона человек. А значит, столько людей со всей России открыли для себя Башкортостан с новой цифровой стороны. Диджитал Курултай сам по себе стал одной из визитных карточек республики. Благодаря тому, что у нас очень хорошие спикеры, также блогеры, Инстаграм, кто ведет с большими подписчиками, люди узнают о нас, люди начинают рассказывать о нас. У многих регионов есть свои хорошие черты, детали, но у нас есть рельеф, у нас есть горы, у нас есть свои традиции, и при этом мы всего лишь 2 часа лета от Москвы. О продвижении своей страницы и бизнеса в социальных сетях говорили известные блогеры и управленцы. Среди них Регина Доктор и основатель сети кофеин Михаил Кумпан. О цифровом сознании прочитал лекцию кандидат философских наук Ростислав Мурзагулов. Очень хорошо, что именно в нашей республике такие энтузиасты нашлись. Это говорит о том, что у нас цифровая история развивается хорошо, и, соответственно, это развитие нужно всячески приветствовать и поддерживать, чем мы, собственно, и занимаемся. Соцсети постоянно развиваются, и порой уследить за всеми трендами успевают не все. С каждым годом появляются новые площадки для фото и видео. Упустить момент значит лишиться новых клиентов. Нам тоже хочется привлекать зрителя, покупателя, внимание к себе, влюблять в свой продукт. И, конечно, мы интересуемся новыми трендами, новыми возможностями. Новые платформы, которые сейчас популярны стали, в принципе, мы про это не знали. Там TikTok, тот же самый Яндекс.Дзен. Сейчас мы как раз начали свои компании продвигать. Во время проведения Digital Курултая республику начинают сравнивать с Каппадокией. Фестиваль воздухоплавателей «Самрау» заставляет жителей и гостей Башкортостана поднять голову и смартфоны с включенной камерой. А на склонах горнолыжных курортов смотреть вниз по пути к финишу. Всю эту красоту видят и миллионы подписчиков участников форума. В итоге им тоже хочется побывать здесь. И такие возможности появляются. Сибиряки теперь могут прилететь в аэропорт Магнитогорска прямым авиарейсом. Откуда до курортов башкирского Яктыкуля подать рукой. Четвертый Digital Курултай на озере Банном завершил свою работу. Начатое здесь теперь продолжается в социальных сетях. Публикации спикеров и участников форума уже набрали тысячи лайков и комментариев. Туристический потенциал Башкортостана оценили от Калининграда и до Сибири. Управленцы и предприниматели получили новые знания, которые теперь будут помогать им в развитии бизнеса. А значит, главная цель всего мероприятия достигнута. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин, Иван Демидов и Раис Габитов. Итоги недели. Абзелиловский район. Вот такой выдалась уходящая неделя. Сразу после итогов смотрите специальный репортаж Гузель Сиддиковой. Речь пойдет о борьбе с суррогатом, который развернулся в республике, и уже о первых ее результатах. Оставайтесь на канале БСТ.